Одна из проблем сегодня и находится о том, что семейные хозяйства, частные хозяйства, они фактически не поддерживаются государственным бюджетом республики. Хотя мы у себя вот силой, правдами, неправдами, заставили министерство учитывать личные подсобные хозяйства, семейную экономику. И на этой почве держится. Многие же тогда семейные оленеводческие хозяйства, они вообще ничего не получали. Как в былые времена жили их предки, так они и существовали. Но другой вопрос, они же идут грантовые, экономика сейчас, да, то есть они должны подать на конкурс, разработать какой-то проект, а это нашим людям сделать сложно, потому что, что ж греха таить, те, кто кочует, они, по сути дела, далеки от образования, они далеки от центров, они далеки вообще от интернета, хотя республика многое сделала, чтобы, в крупных хозяйствах это есть интернет-связь, а мелкие они пока тоже не имеют. Вот это тоже проблема обеспечения их информацией, связью. Вот они не знают новых веяний, которые делаются сейчас на федеральном уровне. Но я считаю, что одна из проблем – это федеральный уровень. Вот там принимаются иногда документы, которые не вполне соответствуют той жизненной ситуации, которая имеется на местах. Сейчас, например, уже уменьшили плату за аренду земли. Землю уже сейчас дают в аренду, хотя наши общины все зарегистрировались в собственности, все имеют права на собственность на эту. Вот эти проблемы земельные – это еще один из блоков крупных, который мешает порой нашим общинам жить, потому что они не уверены, что завтра не перейдут, их не вытеснят. Что, в принципе, и делается, потому что ради промышленного освоения, ради того, чтобы получить золото, а без золота в настоящий момент, например, Россия не может быть, естественно, ущемляются права этих. Сами знаете историю с территории традиционного природопользования в Усьмайском районе, когда за 5 дней вдруг раз взяли и принятое ранее решение, а ведь ТТП создавались для того, чтобы всю республику каким-то образом защитить и ввести согласие с промышленниками. Потому что мы же с вами прекрасно знаем, что нас ожидает. Для того, чтобы была сохранность нашей земли, чтобы недровые ресурсы так хищнически не вывозились, для этого они и собирают. Жизнь КМНС – это, по сути дела, всю жизнь борьба. Я думаю, они и приехали, наши общинники, наши первые, и они есть единственные, которые хранят землю в первую очередь, во-вторых, природные ресурсы они хранят. Они же добывают то, что им нужно только, и то, что им надо продать. Хотя экономика рыночная заставляет их порой пренебрегать природными законами. Поэтому много чего есть, но люди живут, я надеюсь, еще будут жить. Эти общинники, они хранители культуры. Среди них носители языка еще сохранились. Среди них те, которые берегут землю. Так что им приходится нелегко. Но мы им пожелаем успехов, здоровья, и чтобы они еще дальше были в авангарде всех наших целей, задач и проблем.